Это программа «Итоги дня» на телеканале «Якутия-24». Прямой эфир в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня. Подмога с центра. В Якутию на тушение лесных пожаров прибыли еще 100 сотрудников Федерального резерва. Владивосток стал еще доступнее. В столицу Приморья теперь будет курсировать беспересадочный ЖД-маршрут из Нижнего Бестяха. Сколько стоит и какое время пути? В приемной кампании 2021 ректор СВФУ рассказал о главных изменениях грядущего учебного года в ВУЗе. Детство без опасности. Проект под таким названием стартовал в Якутске. Как снизить детский дорожно-транспортный травматизм? Яблоня в центре города. Явление привлекло внимание жителей столицы. Репортаж наших корреспондентов. В связи с гибелью 4 человек при пожаре на Луговой улице в Якутске Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, после тушения пожара внутри жилого дома обнаружены тела 2 девушек 17 и 18 лет, соответственно, и 2 19-летних парней. В ходе расследования уголовного дела следствием получены данные о регулярной сдаче дома в посуточную аренду для проведения праздничных и иных мероприятий с массовым пребыванием людей, при этом без должного соблюдения пожарной безопасности. Следствие продолжает работу. В Якутии усиленно тушат лесные пожары. По данным Минэкологии региона, опасность представляют 9 возгораний в 9 районах общей площадью почти 25 тысяч гектаров. Недалеко от населенных пунктов фиксируют очаги в Нюрбинском, Сунтарском, Верхневилюйском, Тампонском, Аймеконском, Усть-Майском и Мегно-Кангаласском районах. По информации авиалесоохраны, всего действуют 14 природных возгораний. За сутки ликвидировано 4. Борьбу с огнем ведут с воздуха и по земле. Это более 1000 человек и 120 единиц техники. Ведется мониторинг задымленности населенных пунктов. По данным Якутской гидрометеослужбы и Роспотребнадзора, за сутки отобрано 9 проб атмосферного воздуха. В Якутию на тушение лесных пожаров прибыли силы Федерального резерва. Сегодня в городе Мирный из Тюмени прибыли еще 100 сотрудников Федерального резерва. Это работники Абаканского отделения авиалесоохраны. Из них 50 человек направлены на тушение лесного пожара номер 7. Это в Сунтарском Улусе. А остальная половина на тушение лесного пожара в Верхневилюйском районе. Сегодня глава региона Айсен Николаев провел зум-встречу с пострадавшим десантником Алданского авиаотделения, который получил травмы позвоночника во время тушения лесных пожаров в Нерюнгринском районе. Все подробности у нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Добрый день. Как здоровье Юрия Борисовича? Нормально. В настоящий момент средняя степень тяжести стабильный. Напомним, Юрий Пикалов – десантник пожарной Алданского авиаотделения. 8 июня во время производственного спуска с применением спускового устройства КСК с вертолета Ми-8 получил травму позвоночника. Тогда его сразу эвакуировали в поселок Чульман, далее уже в центральную районную больницу города Нерюнгри, а позже в город Якутск. Поступил к нам 12 числа, в 4 утра, по санавиации, доставлен с места происшествия с города Нерюнгри. И поступил с диагнозом кататравма, производственная травма, компрессионный перелом первого поясничного позвонка. Сейчас находится на консервативном лечении. На сегодня Юрий Пикалов чувствует себя хорошо. По его словам, здесь созданы все условия для успешной реабилитации. Врачи сообщили, что пациента готовят к операции. Вот сейчас томография, все делается, все это. Завтра, послезавтра операция должна быть. Но не решаем. Будет операция, не будет. Сегодня закончим все обследования, заканчиваем уже. Сделаем магнитно-резонансную томографию, плюс невролог еще повторно посмотрит. Поставим диагноз заключительный и уже готовим на оперативное лечение. Операция на позвоночнике называется реконструктивно-пластическая операция, задняя транспелюклярная фиксация позвонков, устранение смещений, деформаций. Вот в таком роде. Сегодня Айсен Николаев провел встречу с пострадавшим через площадку Zoom, где поинтересовался его состоянием здоровья и тем, какую помощь ему оказывают. Также глава региона выразил благодарность за его труд в дело тушения лесных пожаров на территории Якутии. Ведь Юрий работает пожарным вот уже более 26 лет. Также хотел передать вам благодарность
просил поблагодарить вас, чтобы мы на контроль взяли этот вопрос. Надеюсь, что все у вас получится. В конце диалога Айсей Николаев сообщил, что ситуация с лечением Юрия Пикалова находится на контроле и надеется, что операция пройдет успешно. Между тем, выяснением обстоятельств занялась специальная комиссия. Как сообщили в пресс-службе авиалесоохраны, все сотрудники предприятия застрахованы от несчастных случаев с опасностью и относятся к особо опасным профессиям. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. За минувшие сутки в Якутии зарегистрировано 92 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе по Якутску 60. Оставшиеся случаи выявлены еще в 10 районах республики. Сложная ситуация также складывается в Ивано-Бутантайском, Верхневилюйском, Вилюйском, Мегинакангаласском улусах. Рост заболеваемости отмечается в Мирнинском и Неренгринском районах. Об этом в ходе очередного заседания оперштаба с главами районов и городских округов сообщил глава Якутии Айсей Николаев. В республике также не снижается количество крайне тяжелых случаев и летальных исходов. В настоящее время в реанимационных отделениях находится 75 пациентов, из них 26 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Ростуризм попросил оперативный штаб и Роспотребнадзор по возможности заранее информировать россиян о ситуации с ограничениями на зарубежные массовые туристические направления, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Глава ведомства отметила, что в России есть нехватка качественных предложений отдыха именно на море. Спрос на такие поездки может быть полностью удовлетворен благодаря открытию массовых зарубежных направлений, если ситуация с коронавирусом улучшится. Что касается введенных весной ограничений на Турцию, то это коснулось более миллиона россиян, которые уже выкупили туры частично или полностью, а сумма предоплат на текущий момент уже чуть более 40 миллиардов рублей по этим турам. Пересадка костного мозга – один из самых эффективных методов лечения тяжелых онкологических заболеваний. Для этих целей в стране создается единый реестр доноров стволовых клеток. Подробнее о том, как этот процесс идет у нас в республике, в материале наших корреспондентов. Майя Курнева – почетный донор. Эта хрупкая девушка уже на протяжении почти 11 лет сдает свою кровь тем, кому нужна помощь. Сегодня она пришла в центр переливания крови, чтобы стать еще и донором стволовых клеток. Как бы я от многих слышу, что это страшно. На самом деле нет. Я вот как раз-таки, почему стала донором, я первый раз давала кровь, мы помогали университетскому работнику. Я когда первый раз дала, я просто ничего не почувствовала. И в этом плане я хочу посоветовать, что это не страшно, а делать добро – это очень круто. Таких, как Майя Курнева, сами врачи называют героями, ведь именно их поступок подчас становится последней надеждой для тяжелобольных пациентов, которые уже исчерпали все способы вылечиться. Каждые 20 минут в России врачи выносят страшный диагноз – рак крови. Онкологические заболевания крови – одни из самых серьезных патологий. Чтобы спасти пациента, медики прибегают к трансплантации костного мозга. Для многих эта процедура становится последней надеждой спасти жизнь, когда возможности исчерпаны и другие методы уже не работают. Больных, нуждающихся в донорских клетках костного мозга, с каждым годом увеличивается. И если у нас будет свой регистр, то, соответственно, увеличивается шанс у таких больных на выздоровление. Ведь среди родственников не всегда находятся совпадающие по генотипу донора. И для дальнейшего поиска больные вынуждены обращаться в российские и международные регистры, где этот поиск занимает очень длительное время, дорогостоящий и практически нерезультативный. Ежегодно тысячи россиян нуждаются в пересадке клеток костного мозга, но дожидаются своего донора, к сожалению, немногие. В год проводят не более 1000 пересадок. Это происходит потому, что шанс найти подходящие клетки среди родственников 15-20%. Основной массе пациентов приходится искать неродственных доноров. В Якутии, как и в других регионах страны, создают регистры доноров костного мозга, базы данных добровольцев, готовых отдать частичку себя онкобольному.
В костном мозге нуждается именно очень много людей, именно много заболеваний, но в большей степени это онкогематологические заболевания, то есть лейкемия и так далее. И получается, эти доноры будут помогать онкобольным. Потому что в европейской части у нас уже есть три, наверное, таких тоже крупных организаций, которые занимаются вот составлением такого регистра. И у нас вот получается именно, чтобы для нашей этнической зоны это подошло, мы делаем вот этот регистр, то есть станция проявления крови делает такой регистр. Потенциальным донором костного мозга может стать любой взрослый человек от 18 до 45 лет без противопоказаний по здоровью весом более 50 килограмм. Для этого необходимо сдать кровь в центр переливания крови, и в случае, если ваш фенотип понадобится пациенту, вас пригласят на сдачу стволовых клеток, которые могут спасти жизнь нуждающемуся. Марина Захарова, Петр Васильев, Джоустан Иннокентьев, Якутск. Владивосток становится еще доступнее для якутян. В столицу Приморья из Нижнего Вестяха теперь будет курсировать беспересадочный ЖД-маршрут. Подробнее о том, как запускали этот поезд и сколько будет стоить добраться до столицы Дальнего Востока, в репортаже Петра Васильева. 2 суток на комфортабельном поезде, и вы на берегу Японского моря. Это стало возможным благодаря запуску беспересадочного поезда по маршруту Якутск-Владивосток. Теперь любой желающий якутянин может на поезде добраться до сердца Приморского края. Перед нами, правительством, перед железнодорожниками поставил задачу сегодня запустить короткое такое сообщение до Владивостока. Как можно, чтобы быстрее поезд пришел к морю. Этой зимой РЖД поддержали предложение республики и выделили региону десяток пассажирских вагонов, окрашенных в фирменные цвета якутского флага. В ближайшее время в связи с ростом спроса на данное направление их количество планируют увеличить. Пассажирские вагоны в поезде оснащены по всем необходимым требованиям. Кроме того, они полностью адаптированы к работе в условиях нашего северного холодного климата. Таким образом, путешествие до столицы Приморского края будет комфортным не только летом, но и в наши холодные зимние дни. Стоимость проезда в вагоне-купе составит 5200 рублей. Доехать в плацкарте можно будет за 3500 рублей. Для пассажиров на всем протяжении пути будет работать и всеми любимый вагон-ресторан, куда планируют включить и блюда национальной кухни. Я поеду поездом, у меня живет родная сестра во Владивостоке. Думаю, наконец-то, никуда пересаживаться не придется. Здорово. А раньше как добирались? Через Хабаровск, пересадки, долгие ожидания. Короткая дорога, оказывается, по времени, если никуда не пересаживаться, идти прямым ходом. С вводом поезда по маршруту Якутск-Владивосток сократилось и время в пути до других дальневосточных и сибирских городов. В частности, до Иркутска, Хабаровска и Благовещенска можно будет добраться быстрее на 5, 8 и 9 часов соответственно. Можно быть уверенным, что несмотря на закрытые границы и ограничения в столичном аэропорту, якутяне смогут отлично и доступно отдохнуть на живописном Дальнем Востоке. Петр Васильев, Джоустан Иннокентьев, Якутск. Как правильно перевозить ребенка в автомобиле, каким образом снизить детский дорожно-транспортный травматизм? На эти и другие вопросы готовы ответить эксперты проекта «Детство безопасности», который стартовал в Якутске. Сюжет Надежды Саханской. Девушки, скажите, пожалуйста, вы уже решили, как вы будете вести ребенка из перинатального центра? В руках. На руках. А безопасно ли это? Согласно статистике, еще 10 лет назад в дорожно-транспортных происшествиях погибало более 900 детей. Снижение общей детской смертности – позитивная тенденция по дорожно-транспортному травматизму. И если самих детей удается обучить правилам безопасного поведения в транспортной среде, то дети-пассажиры до сих пор остаются незащищенными, так как при перевозке вся ответственность лежит на родителях, которые не всегда осознают, как важно использовать специальное автокресло, тем более для новорожденных. Два способа крепления. При помощи изофикса, это вот такое специальное крепление, которое нам облегчает жизнь установки кресла. Один раз оно ставится в автомобиль, и кресло на него ставится, снимается сверху путем защелкивания. Ну и второй способ, это стандартный способ при помощи ремня. Какой из них эффективный? Отвечу так, что одинаково эффективны оба способа.
Проект «Детство безопасности» реализуется на базе перинатальных центров. Площадка нашего региона – Якутская республиканская клиническая больница номер 2. Здесь несколько раз в неделю отныне будут проводить тренинги по теме установки и использования специальных детских удерживающих устройств, соблюдения детского режима на дороге, а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской. По данным госавтоинспекции, в период с января по май 2021 года зафиксировано 36 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Пострадало 43 ребенка, в числе которых дети-пассажиры. По словам сотрудников ГИБДД, такие ситуации происходят из-за многочисленных нарушений и легкомысленного отношения к правилам дорожного движения. Но мы хотели бы попросить родителей, всех участников дорожного движения быть более, скажем, осознанно себя вести, что все-таки ответственность за перевозку детей возложена на самих родителей, ну и водителей. Бесценный опыт, правила поведения в дорожных ситуациях, умение сохранять концентрацию внимания за рулем и еще много чего полезного могут почерпнуть для себя участницы тренинга «Детство без опасности». Вот такой светоотражающий элемент получают на память участники тренинга «Детство безопасности». Его можно прикрепить на одежду, коляску или другие аксессуары. Его стоимость относительно небольшая, а ценность спасенной жизни за счет него очень высока. Девиз проекта «Мы можем и должны спасти детские жизни», потому что дети – самые беззащитные участники дорожного движения. В конце года эксперты проведут подсчет и составят новую статистику дорожно-транспортных происшествий. И там будут уже совершенно другие цифры. Остается верить, что в хорошем смысле. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. В столице республики обновляют газовые трубы, проложенные еще в 70-х годах прошлого столетия. В настоящее время газовики Сахатранснефтегаза работают на улице Ильминская в Сайсарском округе. Ремонтные бригады заменили газораспределительные сети низкого давления от улицы Чайковского до сквера Журавли над Ильменем. Там общая протяженность газопровода составляет километр 300. По словам газовиков, они прокладывают прочные изоляционные трубы. Это способствует увеличению пропускной способности к частному сектору. Замену труб на улице Ильминской завершат 30 июня. Сколько экзаменов нужно сдать абитуриентам, какие сроки приемной кампании обозначены в этом году? Сегодня об изменениях в приемной кампании рассказал ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев. Все подробности в материале Надежды Саханской. Приемная кампания 2021 года начнется уже 20 июня. В этом году в перечень необходимых документов для поступления по программам бакалавриата и специалитета вошел СНИЛС. Новшество заменит пофамильные списки, в которых будет указан только номер свидетельства. Если этого документа нет в наличии, то приемная комиссия присвоит абитуриенту уникальный код поступающего. Подать документы на поступление можно 4 способами. Через личный кабинет абитуриента, через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн, посредством системы госуслуги и через операторов почтовой связи. Стоит отметить, что система личного кабинета абитуриента, которая появилась в прошлом году, себя оправдала. Эта программа у нас еще разработана в 2019 году. Да, и мы просто в прошлом году ее доработали, да, и сделали таким образом, чтобы полностью она была как бы удобна для поступления абитуриентов. Да, если взять через компьютер, если бы они отправляли, да, то им пришлось бы свои все документы сканировать, делать копии и так далее, да, а через поступление онлайн можно даже через мобильный телефон просто сфотографировать документы и отправлять. И я считаю, достаточно это удобно для абитуриентов. Может быть, это большое количество абитуриентов через нашу разработку, нашу программу и подать документы. Зачисление в ВУЗ будет проходить в 2 этапа. 30 июля – этап приоритетного зачисления. Это абитуриенты без вступительных испытаний и те, кто имеют льготы, а также зачисление на целевое обучение. Всего на 2021-2022 учебный год в Северо-Восточном федеральном университете выделено 4154 бюджетных места по программам общего и среднего образования. А 28 июля завершится прием заявлений о согласии на зачисление. По мнению специалистов Северо-Восточного федерального университета, нынешние абитуриенты все чаще знают, чего хотят, и приходят поступать с конкретной целью на ту или иную специальность.
Вот и в этом году, отмечают в СВФУ, университет ждет в своих стенах будущих специалистов своего дела, уверенных в собственном выборе. Тем более долго раздумывать не придется, так как на этап зачисления в этот сезон приемной кампании выделен только один день – 5 августа. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. В Нерингре начала работу первая смена оздоровительного лагеря под названием «Мужество» в форме дневного пребывания. Лагерь, расположенный в красивой лесной зоне, принял на отдых 350 детей от 7 до 15 лет, рассказывает Тамара Игнатьева. В первой смене 13 отрядов по 27 человек в каждом. Как показывает практика, дети ежегодно приезжают в лагерь обычно сразу на 2 смены, весело и с пользой, проводя здесь практически все лето. Я в лагере уже второй раз. В прошлом году было очень интересно. В прошлом году я очень скучал по лагерю, наконец-таки его снова увидел. Я хочу веселиться, много приключений, дышать на свежем воздухе, отдыхать. Это же лес, и тут много деревьев. Сегодня в лагерь я пришел с хорошим настроением. Встретил много своих друзей и одноклассников. Я надеюсь, эта смена пройдет очень хорошо. Вожатыми в лагере традиционно будут работать участники педагогического отряда «Легенда» Союза детских общественных объединений «Содружество». Всего 25 человек. В этом году они планируют воплотить в жизнь свою авторскую программу «Эффект бабочки». Старт программы начнется с 18 июня. Внутри у них путешествие прошлое, настоящее и будущее. Хотят они посетить и Олимпиаду 80, и запланировано у них поколение будущего, интерактивная игровая программа. В общем-то, все формы разнообразные, интерактивные, были включены в программу. Надеемся, детям будет интересно в этом году, как каждый год. Для детей в лагере организовано 3-разовое питание – завтрак, обед и полдник. Завтрак первого дня воспитанники лагеря восприняли на ура. Я хочу еще добавить. Мне очень сильно понравилась каша и какао. Особенно. Как у бабушки. Очень вкусно. Разнообразие программ предоставляет ребятам широкий спектр направлений деятельности, что, конечно же, будет способствовать в первую очередь творческому самопроявлению детей. Отрядные и дружинные дела, работа творческих лабораторий, спортивные и культмассовые программы – все они направлены на выполнение основных целей и задач смены. Еще недавно я сама была как эти дети, поэтому я знаю, чего они хотят. Я новая вожатая лагеря «Мужество», и я сделаю все, чтобы эта смена и вообще все смены прошли замечательно. Каждое утро с площади Ленина специально выделенные автобусы увозят детей в лагерь и сюда же привозят их вечером. Первая смена продлится до 8 июля. Следующая планируется с 12 июля по 4 августа. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. В столице Свердловской области начался основной раунд командного Кубка России по боксу. На турнире с призовым фондом в 20 миллионов рублей сразятся команды федеральных округов. В составе сборных разных округов в ринг выйдут мастера кожаной перчатки из Якутии. К примеру, в составе сборной Центрального федерального округа выступил сегодня заслуженный мастер спорта якутянин Василий Егоров. Соперником нашего боксера в весовой категории до 52 килограммов стал молодой боксер из Кемерово Альберт Рудень. Якутянин Василий Егоров одержал уверенную победу единогласным решением судей. А еще один наш спортсмен, серебряный призер молодежного чемпионата страны Евгений Мартынов, свой первый бой проиграл. Проект парка будущих поколений под названием «Саха-З» в столице от мастерской «Атриум» победил в международном конкурсе в категории «Общественные и гражданские пространства». Парк будущих поколений «Саха-З» в Якутске – это образовательное пространство нового типа. Оно сочетает в себе функции парка и общегородского событийного центра, ориентированного на развитие талантов и поддержание якутской молодежи. В настоящее время завершена разработка проектной документации по ландшафтным и архитектурным решениям. Проект также прошел экспертизу. Следующий этап – это начало строительства, которое должно начаться в самое ближайшее время. Участком для строительства парка выбрали пустующую территорию 79-го квартала Якутска площадью в 2,5 гектаров на пересечении 4 улиц – Белинского, Каландрашвили, Аюнского и Петровского. В Якутске в районе старого города расцвела яблоня. Явление привлекло внимание горожан. Репортаж наших корреспондентов.
Не совсем типичное для нашего города явление попало в объективы камеры горожан и буквально за несколько дней собрало кучу лайков и комментариев в социальных сетях. Многие якутяне выразили свое мнение, что такие красивые чудо-деревья можно было бы начать массово сажать в Якутске. Действительно, это так, ведь в нашем городе не хватает пышных зеленых деревьев, которые бы украшали его своим цветением, как в других центральных городах. Но этот вопрос в последние годы хоть как-то начал беспокоить как руководство администрации города, так и самих горожан. Ну, озеленение сейчас стараются везде делать. Ага. Я живу на Гагаринском округе, мы тоже и парке Победы посадили много деревьев, и возле Гагарина посадили цветы. Но этого все равно не хватает. Горожане считают, что наши специалисты, которые занимаются благоустройством города, просто не умеют ухаживать за растениями. В итоге большая часть из них погибает. Озеленение, но в последние годы еще идет, как-то идет озеленение, но за ним ухода нет. Необычное явление цветения яблони заставило многих горожан задуматься. А кто-то предложил посадить такие деревья по городу. Это не только украсит столицу, но и придаст свою изюминку. Знаете, такая красота, если бы наш город весь был в таком уборе, так это было бы прекрасно. Вот надо бы черемуху, рябинки, все вот подряд сажать. Конечно, и елочки тоже нужны, и березки, но вот это очень красиво. Конечно, хотели бы, чтобы больше было. Как будто мы на юге. Тем временем в мэрии столицы заявили, что сажать такие деревья – это дорогое удовольствие. Но в перспективной программе развития озеленения города Якутска есть такие планы по посадке редких для Якутии деревьев. Смотрите, это вообще посадка яблонь довольно-таки затратные мероприятия в плане того, что их нужно сажать уже достаточно как-то высокими. У нас, допустим, таких саженцев в наличии нет. То есть это дорого перевозить с другого региона. Поэтому мы в рамках вот этого плана мероприятий по озеленению мы планируем вообще провести работы по созданию собственного питомника. И как раз в этом питомнике будут учтены вот эти яблони, какие-то редкие виды культур. То есть это вопрос, конечно, денег. Между тем, в столице республики решили ввести практику учета деревьев и кустарников. Для этого растениям дадут паспорта. Данные меры нацелены на мониторинг приживаемости растений, контроль по их уходу и содержанию. Все это делается в рамках мероприятий по озеленению городской среды, который включен в план предоставления общественных пространств Якутска в пользование предпринимателям столицы. Получается, в конце каждого сезона нами будет вестись учет приживаемости зеленых насаждений. Из этого делать анализ, вывод и, соответственно, уже запланировать на следующий год, допустим. Если какие-то культуры не приживаются, соответственно, мы будем их заменять. Возможно, такой подход даст столице региона засиять новыми красками в последующие годы. Дмитрий Тымыров, Виктория Готовцева, Илья Сыромятников, Григорий Охлопков, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите Якутию 24. Будьте всегда в курсе.